Через год, скорее всего, я вижу себя такой самостоятельной девушкой, которая успевает и учиться, и работать. Я очень хочу продолжать работать там, где я сейчас работаю. Это связано немного с нашей профессией, специальностью. И мне очень нравится, поэтому я хочу продолжать в том же духе. А если говорить о каких-то дальних планах и будущем, то, скорее всего, я хочу видеть себя независимой девушкой, с людьми, на которых я могу положиться. Также я очень хочу много путешествовать, и, скорее всего, я вижу себя именно такой, рядом с человеком, который работает много, и я тоже буду прикладывать усилия, достаточно усилий, и мы будем вместе реализовывать свои мечты, путешествовать и поддерживать друг друга. А вот ты сказала о том, что ты бы хотела путешествовать. Скажи, пожалуйста, какая будет первая страна, которую ты выберешь для своего самого первого путешествия? Это очень сложный вопрос, потому что я хочу посетить очень много стран. С детства я очень сильно хотела посетить, например, Грецию. Потом у меня возникла любовь к Азии. Это Южная Корея, Япония. Помимо этого хочу посетить США. И самая моя большая мечта — это посетить Австралию. Я не знаю почему, но мне очень сильно нравится Австралия. Я смотрю разных блогеров, русскоговорящих или же казашек, которые живут в Австралии, которые эмигрировали туда, вышли замуж, например, за австралийцев. И мне очень интересно. Я хочу посетить Австралию. Аружан, а ты ведь изучала иностранные языки? За эти 4 года ты уже заканчиваешь. А какие языки? Помимо того, что я учусь в полиязычной группе, то есть, соответственно, я знаю английский язык, я учу корейский язык как второй иностранный язык. Вот, поэтому это все равно связано с моими интересами, то, что с моих школьных времен я начала увлекаться кей-попом, дорамами. Это тоже повлияло на меня очень сильно, и поэтому язык я учу, и я очень хочу попробовать использовать его в стране, где он используется. А есть у тебя какой-то любимый кей-поп герой? Или уже ты переросла? Скорее всего, я переросла это, но все же группа, которая повлияла на меня очень сильно, и за которой я следила долгое время и очень сильно фанатела, это BTS. Мне кажется, очень многие слышали об этом. Даже те, которые не увлекаются кей-попом, по-любому слышали, мне кажется, об этой группе. Почему я говорю о ней? Да, это очень успешная группа, но я говорю о ней не из-за того, что она успешна, а из-за того, что они успешны были настолько, что страна признала их успех, и вклад, который они внесли в экономику страны, и они выдали дипломатические паспорта каждому из участников. И это, если смотреть со стороны специальности, которую я изучаю, это очень интересный кейс для меня. Вот поэтому... Это как культурные послы, ты хочешь сказать? Да, культурные послы, они выступали не раз на ассамблеях ООН даже, потому что они были культурными послами, и в принципе вот. Это очень интересно. Но получается, регион, которым ты интересуешься, это Восточная Азия. Я правильно поняла? Да, в основном. Восточная Азия, Австралия. Океания, можно сказать. Океания тоже? Да, немного. А что ты узнала? Есть что-то, что ты узнала за последнее время об Океании? То, что, в целом я знала, то, что в Океании очень много стран, о которых даже многие люди не знают, не имеют никакого понятия. Во время обучения были различные задания, там, изучить какую-то страну, представить ее, и в такие моменты я всегда хотела смотреть на что-то, что не является таким обычным, и я узнала о стране Вануату, я презентовала эту страну, искала материалы, видео, фото, очень мало, конечно, но тем не менее. А затем, что интересно, совсем недавно, к концу лета, наблюдая за блогером, который живет в Австралии, я увидела, что этот блогер собирается ехать в эту страну, в Вануату. Я сразу вспомнила эти флешбеки с подготовкой к занятиям, с изучением этого материала, и это очень интересно. Я очень рада, что я попала на эту специальность, потому что и преподаватели такие, все профессора, которые тянут за собой, дают знания и при этом привлекают студентов к тому, чтобы изучать еще больше.
и это очень классно. Здорово, что ты вспомнила про Вануату, потому что я вспомнила на прошлой неделе, или на прошлой неделе, с нашим другом Назиром. Ему досталась такая страна, как Восточный Тимор. И мы долго обсуждали Восточный Тимор и даже придумали бизнес-план, как разбогатеть в этой стране. Может быть, ты поедешь в Вануату, он поедет в Восточный Тимор, и вы будете восточно-тиморскими олигархами. Кто знает? А через 50 лет, как ты себя видишь? Через 50 лет мне будет уже 71 год. Мне будет 92. Но тем не менее, мне кажется, я буду... По жизни я чувствую, что я очень счастливый человек, я очень удачливый человек, и я надеюсь, что эта удача будет всегда со мной. Поэтому я вижу себя всегда такой вот успешной, с полностью реализованными своими целями и мечтами, мне кажется. Все мои самые близкие, родные люди, близкие сердцу люди будут рядом со мной. И мне кажется, я буду бабушкой очень многих внуков и внучек. Не знаю, почему я это чувствую. Аминь. Вот, и мне кажется, через 50 лет я надеюсь, что я буду все еще такой энергичной бабушкой, такой путешествующей по миру, несмотря на свои годы. Вот. 70 лет ты еще молодая женщина, не переживай. Спасибо. Спасибо вам.